Если можно, Всё, мне вас дать отлично слышно. право организатора, чтобы я подключила презентацию. Всё поняла, щас, минутку. Спасибо. Всем здравствуйте, рада всех видеть. Ля-ля, Ида. Здравствуйте, спасибо, что камеру включили. Сегодня будет интересная тема. Сок нони и женьшень. Сейчас как раз в осенне-зимний период. Это те БАДы, которые необходимы для укрепления иммунитета, для нашей с вами занятости, активности, чтобы мы не выбивались из строя. Это, наверное, самое классное, что есть такая вот возможность принимать наши БАДы, укрепляться и жить долго и счастливо. Вот. Давайте с вами начнем. Сейчас я подключу презентацию. Презентацию видно? Если видно, напишите, пожалуйста, в чате плюс, чтобы я могла ориентироваться. Все, отлично, спасибо большое. Ну, как правило, мы сейчас будем начинать с вами с сока нони. И первое, что я хочу вам показать, это эволюцию сока нони. Посмотрите, здесь изображены 3 картинки. Это самый первый сок нони. У нас, в принципе, компания открыта с 2009 года, и компания всегда развивает бренд, именно делает ребрендинг того или иного продукта. И наш сок нони с нами был изначально вот в таких вот стиках. Они были небольшие, знаете, по размеру, как гранатовое желе. И они были также в жидкой форме. Плюс ко всему, там было в упаковке, по-моему, 30 штук, 30 стиков. Такие я тоже принимала. Потом это эволюционировало, по-моему, в 2021 году в бутылку. Вот такую вот литровую бутылку, что очень безопасно. Она была в стекле. И приходила она, кстати, очень супер упакованная. Когда она была в стекле, нужно было отмерять по 20 миллилитров в день. И это, может быть, кому-то доставляло небольшое неудобства. Поэтому сейчас у нас с вами, мне кажется, самая красивая упаковка это вот в виде мини-бутылочек. Она такая симпатичная, плюс ко всему транспортабельна, ее можно всегда носить с собой. И вот вы видите, наверное, на соке нони вот такое вот изображение. Вот такое вот изображение. Это вообще сам плод, сок нони. Сам плод это растение нони, которое имеет бугристую поверхность, вот такую зелененькую, и внутри вот такую белую с коричневыми зернышками. В целом, сок нони это функциональное питание. Для тех, кто не знает, функциональное питание это в принципе, наш с вами ежедневный рацион. И если мы получаем недостаточно от продуктов питания, которые мы употребляем в течение дня, то функциональное питание в помощь для того, чтобы восполнить наш ежедневный рацион. В целом, наш сок нони– это органический концентрат из перезрелых нони, который помогает поддерживать здоровое тело и повышает иммунитет. Он богат антиоксидантами, витаминами, минералами, которые помогают поддерживать здоровое тело. В принципе, да, он универсальный. Также я нашла небольшую статью, что на Западе сок нони прославился с 93 года, когда в нем открыли противораковый компонент, дамнокантал называется. Он улучшает работу клеток и подавляет рост предраковых клеток. У нас есть с вами клетки, которые, как клетки мишени, они могут как провоцировать рост онкологических клеток, поэтому дамнокантал– это тот самый компонент, который предотвращает и, во всяком случае, защищает наши клетки от раковых клеток. В целом, полезные свойства сока нони включают такие воздействия, как восстановление клеток нервной системы и паренхимы печени, нейтрализация свободных радикалов, то есть это избавление от токсинов, от шлаков из организма, замедление старения, соответственно, остановка роста раковых клеток, как я ранее говорила, поддержка функций гладкой мускулатуры внутренних органов. Вот это хочу пояснить. Каждый наш орган имеет, получается, свою оболочку, и когда говорят, что нужно не стареть, на самом деле нужно не лицом стареть, а внутренними органами не стареть. Тогда, когда мы сохраняем, так как с возрастом метаболизм у нас замедляется, соответственно, клетки начинают стареть, и органы тоже начинают приобретать, как бы замедляться, и тем самым они начинают увядать именно по функционалу. Сок нони как раз-таки он вот эту оболочку сохраняет.
В целом он поддерживает сахар в крови, именно нормализацию глюкозы, оздоравливает кожный покров, также работает с нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, иммунной системой, и, в принципе, он работает на уровне ДНК. Также является профилактиком аллергии. Аллергия тоже у нас, она возникает внутри нашего организма, это нарушение метаболизма, также с кровью это связано, и за счет очищения, выведения токсинов сок нони справляется на ура. В принципе, полезные свойства, они могут быть как иммуномодифицирующими, то есть они жаропонижающие, противокашляющие, антисептическое, противопаразитарное и антибактериальное действие имеют. Также в целом продукт улучшает пищеварение за счет того, что он сохраняет оболочку нашу, да, допустим, ЖКТ, возьмем желудок. Если поступает та или иная пища, некоторая пища может раздражать, да, например, там фастфуд, там, я не знаю, газированные напитки и так далее, начинает действовать очень плохо на наш желудок, а так как мы попили сок нони, мы с вами сделали вот такую вот оболочку, то, естественно, за счет накопительного эффекта сок нони, он именно налаживает наше пищеварение. В принципе, он также хорош для тех, кто часто устает, у кого не хватает физических сил, потому что он нормализует и улучшает за счет вот этого вот быстрого обмена веществ. В целом, давайте разберем с вами состав сока нони. Это только плод, и что в плоде в самом находится. Это вот дамнокантал, урсоловая кислота, серотонин. У него 7 минералов. Это вот кальций, магний, железо, фосфор, калий, натрий, молибден. Также это 18 аминокислот. У нас аминокислоты, в принципе, их достаточно и во многих других наших БАДах, но вот здесь вот именно в самом плоде сока нони находится 18 аминокислот. И такие важные витамины, которые необходимы для жизнедеятельности, такие как витамин А, В12, витамин С, бета-каротин, фолька, тиамин, рибофлавин, пантеноновая кислота, бэшки и биотин. Это вот что касается состава. Если у вас есть какие-то вопросы, то по ходу дела пишите, я мониторю чат периодически и буду вам тоже благодарна. Давайте с вами продолжим. Вот это было, в принципе, такая вот вводная небольшая информация. Давайте с вами вот так вот подытожим, что такое вообще сок нони. Это иммуномодулирующее средство, это, в принципе, такое, знаете, универсальное средство, которое можно давать и детям, в том числе именно для иммунитета, для здоровья деток. Как противопаразитарное детям, как принимать? Противопаразитарку, он тоже имеет такой функционал за счет того, что выводит токсины и шлаки. В принципе, детская норма – это половина взрослой нормы, это 20 миллилитров, так как у нас сейчас бутылочки идут по 40 миллилитров, которые в самом последнем ребрендинге, то они используются как по 20 миллилитров в день, получается каждый день, как противопаразитарка для детей. Да, вот я ответила на ваш вопрос. На вкус он идет кому как идет. Кто-то говорит, что он как вино идет. Мне лично он как прокисшее яблоко. Вот. Но на самом деле нормальный вкус. У нас химохим тоже имеет специфический вкус. Он интересный. Да, в принципе, вот как яблочный сок. Немножечко такой специфический. Совмещать с аптечными витаминами, минералами можно, гипер не будет. Так, аптечные, смотря какие. Например, если вы принимаете там что-то для давления или от сахарного диабета, то есть то, что пожизненное, например, то да, можно будет поддерживать. Если есть какое-то спецлечение, например, там вы сейчас там лечите только ЖКТ, например, есть вот какие-то временные рамки, то тогда лучше не стоит мешать, а стоит вот именно после потом быстро восстановить организм в целом. Если есть такие диагнозы, как онкология, такие пожизненные диагнозы, то можно, в принципе, вот онкологический фактор, например, то они очень хорошо и быстро будут восстанавливать иммунитет. Вот их можно совмещать вместе с лекарствами. Так, кисленький вкус, да, Алия? В принципе, вы правильно написали, правда, кисленький вкус. Так, деткам можно, в принципе, у меня есть мамочки, которые давали грудничкам деткам.
именно чтобы поддержать иммунитет. Это кто живет в плохой экологии, например, в Алмате можно давать деткам вообще без проблем. Просто по чайной ложечке, буквально, то есть дозировку уменьшить, и можно деткам давать. М, Главное, чтобы детки принимали его, там, ну, 4-5 лет у них же уже вкусовые рецепторы развиты, и чтобы им нравилось, чтобы это не было просто так. А так, в целом, да, детям тоже можно принимать, и можно уже с грудничкового возраста начинать. Если, например, у Хима есть какое-то ограничение по времени, по возрасту, например, с 6 лет, но в целом в Корее дают и детям с садиковского возраста химохим. А знаете, почему с 6 лет? Потому что, и почему нельзя беременным? Потому что нельзя проводить опыты на детях и на беременных мамочках. Поэтому нету доказательности, из-за этого есть вот такие вот ограничения. Вот, все, вопросов я больше не вижу. Тогда мы, наверное, перейдем с вами к женьшеню. Напишите, пожалуйста, сколько видов женьшеней в атоме вы знаете. И я постараюсь рассказать о них о всех. Также Карлыгаш говорила, что необходимо рассказать про отзывы. У меня положительные отзывы идут от моих клиентов, от моих пациентов, кому важно было повысить иммунитет, кому важно было поддержать иммунную систему. И также вот у меня в основном были маленькие детки, кому можно было давать для иммунитета, и вот кто хочет, аллергичные мои пациенты, так как я врач-дерматолог, вот кто у меня с аллергией, кто хотел почистить организм, они тоже очень хорошо справились. В целом я ни разу не видела аллергической реакции именно на нони. Такое тоже может быть, имейте в виду, везде есть противопоказания и показания. То есть, ну, я как врач должна была это сказать. 3 вида, да, Карлыгаш, Аида, вы правы. Как пить сок нони, с едой или после вместе? Желательно, в принципе, наши БАДы и в целом БАДы я рекомендую принимать после еды. Это и безопасно, это и для всех все понятно. Желательно, ну, в обед, например, вы принимаете, чтобы у вас еще и энергия была. Вот, равно как и женьшень. Да, все правы, 3 вида. У нас идет женьшень в гранулах, у нас идет женьшень-желе, и у нас идет детский вкусный женьшень. Сейчас первый женьшень мы будем с вами рассматривать. Это женьшень-желе. Он у нас идет в такой, смотрите, очень стильной тубе. В упаковке идет 30 штук. Они идут как желе, они идут прям такие очень ядреные в том плане, что они форму держат очень хорошо, то есть они не жидкие, а вот прям такие, состав очень мощный у него. В принципе, чем отличается наш женьшень от многих других? Вообще сам по себе женьшень — это король трав, и наш женьшень отличается тем, что он приготовлен из корейского красного женьшеня, который имеет намного больше преимуществ, чем у других видов женьшеня. Он полон питательных веществ и полезных для здоровья компонентов, предназначен для повышения иммунитета, улучшения памяти и прочности организма. В принципе, я много показателей читала про женьшень, что и для мужчин очень хорошо помогает, но я думаю, что вот для иммунитета, для улучшения памяти и для вот именно прочности, эффективности организма он подходит вот прям на ура. В принципе, у него есть вот такие вот, тоже из многих источников выделяю 5 вот полезных функций, которые есть. Он улучшает иммунную систему, он улучшает кровообращение, также он имеет антиоксидантные свойства, улучшает память и предотвращает усталость. Знаете, он как вот энергетик природного происхождения. Я бы больше его так сравнила. В целом, также женьшень повышает давление, поэтому если вы рекомендуете людям, у кого повышенное давление или резко повышается, чтобы они его или дозировали, или заменили на что-то другое из БАДов. Тоже здесь нужно быть осторожными. В принципе, женьшень используется для улучшения общего состояния здоровья, также для укрепления иммунной системы и помогает бороться со стрессом и болезнями. Получает его вот опять же, уникальность, получает его путем пропаривания, созревания и сушки сырого женьшеня. Это тоже очень крутой способ сохранить именно все свойства. В отличие от жидких продуктов, содержимое палочек можно употреблять без остатка в упаковке. Это тоже, мне кажется, супер крутой бонус, что мы прям вот
до последней капли принимаем наш женьшень. Поступил вопрос, к подросткам можно. Подросток это, ну, я бы сказала, с класса с 9 можно. И опять же нужно смотреть по состоянию. Если просто вот для ребенка, школьника, чтобы у него была хорошая память, самоощущение, чтобы он высыпался, то да, его можно употреблять. Так, отвечая сразу на вопрос, какой он на вкус, он терпкий на вкус. В принципе, приятный. У него, кстати, послевкусие очень приятная такая вот сладость во рту остается. И его очень удобно носить с собой. И вот если вы сидите на работе, чувствуете усталость, в течение, ну, чувствуете резкую усталость, то вот прям женьшень, он очень хорошо взбадривает. Какой вид, для чего и как его пить, в какое время? Смотрите, женьшень-желе, его принимают в течение дня где-то после еды. То есть не рекомендую его принимать натощак. Лучше вот, когда уже организм такой в движении, например, в обед, после обеда, его можно принимать. Вечером также можно принимать, но так как он дает больше энергии, то можно и не уснуть с нашим женьшенем, а всю ночь работать, регистрировать партнеров и закрывать бинарные шаги. Поэтому, да, вот примерно в такое время. Желательно с 16 лет, да, ну, плюс-минус 14-15 лет, да. Рекомендую женьшень как для офисных работников, как перекус дневной. Да, вот, Карлыкаш, я полностью с вами согласна, что вот сидячая такая работа в найме, она немножко однообразная, поэтому ее, чтобы немножко приукрасить, можно употреблять женьшень. Вот, следующий у нас вид, или здесь еще не все? Сейчас. В целом, про ингредиенты, опять же, про состав. Можно пить в одно и то же время и женьшень, и химохим, и нони вместе. Химохим рекомендую принимать утром. Я рекомендую вообще чередовать нони и химохим. Их вместе, в принципе, можно не употреблять, а можно употреблять женьшень, химохим, нони и химохим. Мне кажется, так будет разумней. Посмотрите, здесь в составе в нашем женьшене есть продукт, который называется гинзенозид. Он идет в 3 видах по 5,5 миллиграмм. В принципе, давайте разберем, что такое гинзенозид. Это отдельная группа растительных элементов, которые содержатся в женьшене. Они характеризуются тем, что стимулируют гемоглобин на соединение с кислородом. Процесс улучшает снабжение клеток организма кислородом. В результате повышается физическая активность и выносливость. То есть за счет того, что мы насыщаем кислородом организм именно внутри, да, стимулируем наш гемоглобин, от этого у нас появляется активность. Так, давайте следующий слайд. Есть противопоказания, как я говорила ранее. Будьте осторожны, так как мы предлагаем всем людям, то здесь вот здесь должна быть небольшая градация. Они ограничиваются хроническими заболеваниями, индивидуальной непереносимостью. В принципе, женьшень, он немного аллергичен, поэтому тоже нужно быть осторожней. Растение способно повышать давление, как я ранее говорила, и оказывает противотромбический эффект. Поэтому пациент с повышенным давлением или же больным гемофилией нужно принимать данный продукт с осторожностью. Его передозировка, то есть особенно когда вечером принимаете или много в день, может сопровождаться бессонницей, тошнотой, диареей и раздражением на коже. Но это такое вот условное противопоказание. Не стоит бояться данного продукта, он очень хороший. Смотрите, наш следующий женьшень, он не менее стильный, как и женьшень-желе. Это женьшень в гранулах. Смотрите, вот такие вот классные гранулы идут. Пакетик идет небольшой по размеру, где-то, ну, 5 сантиметров. И там идут 2 тубы в коробке, которые имеют по 30 пакетиков в день. Соответственно, наш женьшень вот этот вот в гранулах рассчитан на 2 месяца. Так, поступают вопросы. У нас кто его принимал, наоборот, давление нормализовал, ни у кого не повышал. Это про желе в стиках. Ну, классно, Ляля. Спасибо большое за отзыв. Будем иметь в виду. Да, спасибо большое. Давайте продолжим про женьшень в гранулах. Это Хонсандам женьшень. Он изготовлен тоже из красного корейского женьшеня на 100%. Он восстанавливает работу организма, заряжает энергией и повышает выносливость. В принципе, функционал такой же. И когда в атоме первый появился женьшень, он был в гранулах. И потом он модифицировался еще и в желе. Поэтому у нас есть на выбор или гранулы, или желе. Следующий слайд у нас идет. Он сохраняет
максимальное количество активных компонентов и несет огромную пользу для организма. Какую пользу он несет? Он наполняет энергией, повышает выносливость, усиливает работоспособность, что для нас, для атомианцев, это очень важно, избавляет от стрессовых при физическом и умственном переутомлении. А для спортсменов, кстати, кто занимается спортом вот активно, тоже очень рекомендую женьшень. Успокаивает нервную систему, улучшает циркуляцию крови, нормализует работу сердца, селезенки, желудка, усиливает иммунитет, предотвращает возникновение респираторных, то есть заболеваний дыхательных путей, успокаивает кишечник, активно участвует в выведении токсинов. Также, смотрите, наш женьшень, который Хонсандам, он выращивался 4 года, а, для того, чтобы он стоял у нас с вами на полке. Это прям супер классный факт, который дает прям безопасность. И, конечно же, это наш сертификат GMP. В принципе, он рекомендуется при хронической усталости, при частых ОРВИ, потому что повышает иммунитет. У кого физические нагрузки повышены, то есть для спортсменов в том числе, кто часто стрессует, кто занимается умственной деятельностью на постоянной основе, обучается на тренингах, обучается маркетинг-плану в компании Атоми, тоже рекомендуется наш фонд Сандам Женьшень. У кого есть нарушение кровообращения, особенно у кого замедленное кровообращение, тоже рекомендую его. У кого есть ослабление в памяти, потери сил и энергии. То есть это все у нас источник того, для того, чтобы принимать женьшень. Здравствуйте, у Талгата давление понизилось от желе. Спасибо большое, Гульмира, за такое вот наблюдение. Будем иметь в виду. Женьшень классно помогает при простудных заболеваниях, хорошо выводит мокроту из бронхов, из личного опыта. Благодарю вас, по-моему, Эльмира, да? Благодарю вас за отзыв. Классно, что все включены в процесс, все пишут свои отзывы. Это здорово, что все в потоке мы. А, Следующий слайд у нас идет, это идет картинка самого сайта. Здесь идет, то есть мне тоже нравится прозрачность наших составов, что идет здесь 20 миллиграмм гинзенозидов. Если там было 5,5, то здесь идет 20 миллиграмм в одном пакетике. Так, следующий это детский женьшень. Что касается по отзывам, у меня есть личный отзыв, у меня принимает вот именно Хонсандам женьшень. Я его всегда приобретаю для своей бабушки, которой 83 или 84 года, и ее наблюдения какие? Что если она принимает его, она его разводит и в течение дня понемногу его принимает, ну, просто там по несколько глоточков. И она говорит, что у нее очень повысилась выносливость, то есть она снова готовит кушать, гуляет на улице, не хочет лежать, то есть у нее всегда есть какая-то энергия, поэтому вот для пенсионеров, для пожилых людей я прям очень рекомендую на женьшень, потому что на самом деле дают вот эту живительную силу. Но что касается желе, я его сама принимаю, мне он очень нравится тем, что он на самом деле дает энергию. А, Принимала женьшень-желе и легко сдала аттестацию, улучшает память. Круто, Карлыгаш, вы супер. Я вас поздравляю, это классный результат. Давайте дальше перейдем. Если есть у вас отзывы, пожалуйста, делитесь в чате. Мне кажется, это круто. Детский женьшень, он вышел относительно недавно у нас на рынок Атоми, по-моему, год назад, если не ошибаюсь. Он идет в такой красивой, стильной упаковке. Для деток это прям вот, детки же все визуалы, и для деток, мне кажется, это очень желаемый продукт. Это один из основных факторов, которые я хотела бы отметить, это вкус, что у него идет банановое пюре на натуральной основе, и со вкусом он идет как банановая агуша или банановый бонди. В общем, детям нравится, и у них нету вот этой горечи во рту, поэтому дети с удовольствием принимают. Особенно у кого садиковские детки, я вам вот по личному отзыву рекомендую, чтобы детки ходили часто в садик, не сопливили, не болели, не пропускали занятия. Вот этот детский женьшень, он супер. Он идет в жидкой форме, стики тоже небольшие по размеру, он идет в жидком формате со вкусом банана. Привыкание к БАДам. Вопрос могу уточнить, бывает ли или именно от этих привыкание? Что вы имеете в виду привыкание? Ну, как говорит Владимир Хигай, что если мы каждый день пьем чай, то мы можем каждый день принимать, например, химохим,
И мы же получаем больше пользы от химохима, нежели от чая. Поэтому здесь, если только такое привыкание. А так, например, такое, что вы вот принимали все это время БАДы, перестали их принимать и чувствуете резкую усталость. Наши БАДы имеют накопительный эффект. И ну, вообще в целом это же функциональное питание. Если у вас в день не хватает достаточно энергии от белков, жиров, то да, может быть реакция на то, что не хватает энергии. Вот, давайте с вами продолжим по детскому женьшеню. А, Это пищевая добавка для детей, которая произведена тоже из красного женьшеня. Помогает улучшить иммунитет, поддерживает здоровое развитие и помогает поддерживать здоровое питание. Безопасно для детей и имеет приятный вкус. Кстати, я тоже получила от многих мамочек положительный отзыв о том, что дети начали лучше кушать. Поэтому если есть детки, кто мало ест, таких на самом деле очень много, то женьшень очень хорошо помогает именно здоровую еду, я имею в виду не наггетсы, не фастфуд, потому что сейчас дети все знают, что это такое, чтобы не было вот этого вкусового привыкания к фастфуду, детям важно принимать здоровую пищу, и вот женьшень может провоцировать вот эту вот потребность. Так, вижу комментарии. Всегда мамам рекомендую детский женьшень для поднятия иммунитета детишек. А Райлым, вы все правильно делаете, очень рекомендую. У моей партнерши мама заболела саркомой, это прогрессирующий вид рака, принимала химохим сокнони женьшень, победила онкологию благодаря нашим БАДам. Ну, это прям супер результат. Мне кажется, на сцене нужно рассказывать этот результат. Это прям вау. Респект прям за то, что вот ваш партнер могла донести, что наши БАДы на самом деле рабочие. Давайте с вами продолжим. У него тоже есть 5 основных функций. Вот здесь я смотрю, так как это детки и детские БАДы, я рассматриваю немножко отдельно, насколько это безопасно для детей, насколько мы можем позволить дать детям БАДы. Все-таки БАДы это функциональное питание, и не для всех деток он будет прям вот вау. Точнее, не все БАДы будут вау действовать на деток. Самое первое, самое основное, то, что он признан Министерством безопасности продуктов питания и лекарств. То есть здесь уже идет наша с вами безопасность. Содержит банановое пюре и концентрат вместо искусственных подсластителей. Здесь нету сахара в составе, то есть состав идет чистейший за счет бананового пюре. Ингредиенты добавлены с учетом детского аппетита, добавлен сладкий банановый вкус. Понравится даже детям, которые отказываются от горечи красного женьшеня. Не используются ненужные искусственные добавки. И дети принимают по одному пакетику в день для укрепления иммунитета в любое время и в любом месте. Есть такая история, что одна мамочка будила детей для того, чтобы они пошли в садик, в школу. И она говорила, вот кто проснется, я вам в машине женьшень детский дам. И они просыпались и спокойненько садились в машину. Мне кажется, это крутой результат. В принципе, давайте рассмотрим, почему деткам важно его принимать. Повышает иммунную систему, помогает снять усталость, улучшает кровоток, подавляет скопление тромбоцитов. У детей тоже бывают различные заболевания, поэтому тоже фактор не стоит убирать из внимания. Красный женьшень помогает улучшить память, может помочь в борьбе с окислением. Смотрите, он производится без кукурузного сиропа, то есть, опять же, чистейший состав с высоким содержанием фруктозы, с консервантов, искусственных красителей, синтетических ароматизаторов и подсластителей. Все это отсутствует в нашем детском женьшене. Никаких консервантов, никаких искусственных красителей, никаких кукурузных сиропов, никакой синтетики, никаких подсластителей. То есть здесь мы можем держать полностью безопасность за составы тех или иных продуктов. Детский женьшень до какого возраста дети могут принимать? В принципе, до подросткового возраста могут принимать дети детский женьшень, да. Мне кажется, до 15 лет могут спокойно его принимать. Там дозировка хорошая. И в основном все равно я делаю фокус на садиковских детей и на вот начальную школу, потому что после 5-6 класса можно уже начать давать мультивитамины взрослые, омегу, витамин С, пробиотик, то есть такие БАДы тоже не стоит упускать из вида. Вот. Ну и, в принципе, на этом моя презентация закончилась. Спасибо большое за совместное сотрудничество. Я надеюсь, что вам было все интересно. Я пока что остановила. Если есть какие-то вопросы, вот пока же еще есть, оказывается, вопросы. Так мило.
Добрый вечер. Если человек принимает химию, что можно пить из БАДов? Химохим или сок нони? Можно химохим, а можно чередовать, потому что вкус все равно приедается, так как дается ударная доза. Когда человек принимает химиотерапию, у него же идет резкое снижение иммунитета, и я рекомендую принимать от 4 до 6 стиков. Можно подключить фукаидан. Вот прям настоятельно его рекомендую. Можно подключить, и было бы хорошо подключить микробиом. Это тоже новинка из Атоми. И дальше смотреть уже по показателям, потому что когда человек принимает химиотерапию, уже там идет по отдельности, у кого-то проблемы с печенью начинаются, у кого-то с кровью начинается, с общим анализом крови, у кого как, то есть смотреть анализы и действовать четко по анализам. Если ваш вышестоящий спонсор Дина позволит вам, то вы можете написать мне, мы посмотрим анализы и подберем БАДы. У меня огромная благодарность за то, что пригласили меня как спикера, за то, что разрешили рассказать, поделиться с вами информацией. Я люблю рассказывать про БАДы, люблю делиться той или иной информацией. Карлыгаш, вас благодарю, вы супер лидер, супер спонсор, команда, вы очень крутые. Столько внимания было, столько заботы было от вас, прям вот это чувствовалось на энергетическом уровне, потому что всегда чат кипел, я вот удивляюсь этому, это прям очень крутой результат. Вас очень сильно благодарю. Сильно благодарю, было очень интересно. Благодарю вас, Ляля. Для микро-макроаденомы что у нас есть? Так, у меня есть даже презентация именно по БАДам. Ну, в принципе, химохим можно принимать, пробиотик, радиолу, микробиом. Ну, вместо пробиотика микробиом сейчас давайте. Расторопшу, химохим и омегу-3. Я думаю, этого будет достаточно. Повышен максимально тромбоцит, пила химохим, еще повысилась. Так, для снижения тромбоцитов. Ух ты, вопросы посыпались ко мне. Так, классно. Для снижения тромбоцитов. Так, если химохим повысил тромбоциты, гинко можно попробовать. Гинко рекомендую. Благодарю, было очень интересно и поучительно. Спасибо большое, чтобы вы порекомендовали при менопаузе сафору, королевскую сафору однозначно. Это просто волшебный БАД. Вообще, в целом, в королевской сафоре есть японская сафора, которая используется в наших аптечных продуктах. И то есть не надо покупать аптечную химозу, можно просто покупать заказывать с корейского сайта нашу Сафору, и она тоже очень хорошо поможет. Спасибо, Асель, за интересную познавательную презентацию. Спасибо вам большое. Благодарю. Очень презентация понравилась. Спасибо большое. Хеликобактер пилори– это пробиотик микробиом. Я вообще сейчас вместо пробиотика всем, если честно, рекомендую микробиом, а детям можно оставить пробиотик. Ну, он и вкусный, и не как капсула идет, удобный в использовании. Химохим вначале может поднять тромбоциты, надо смотреть после 4-5 коробок химохим. Да, Ляля, в принципе, вы правы. Потому что, смотрите, когда человек начинает принимать химохим, это же у нас идет очищение, вывод токсинов. Сразу организм дает реакцию. То есть это как вот мы же не можем это как-то убрать, то есть именно вот залечить как-то это, вот взять и устранить. Для того, чтобы вылечить, это должно сначала выйти. Поэтому у всех бывает первая реакция на химохим абсолютно разная. У кого-то повышается давление, тошнота, диарея там и так далее. Это все выходят токсины из организма. Они не выйдут, если вот так в клинике это не будет показано. Если клиники нету, тут два варианта. Или токсинов не было вообще, что маловероятно, или они просто не выводятся, то есть настолько зашлакован организм, что важно уже подключать другие БАДы. Вот, в принципе, если вы мне разрешите, то я могу покинуть. Асель, спасибо большое. Вы назначите меня заново организатором, чтобы Вот я этим могла сейчас запись. буду заниматься. Ага. Вот, спасибо большое, очень приятно было послушать эту презентацию. Вот, мы идем дальше. Все, У нас спасибо вам большое. Можно вопрос, Айжана? Можно. Да, Ляля. Аселя, вы сказали же клиника, или как вы так что-то сказали? Это вы имеете в виду обострение, да? Да, то есть клиника это вот диарея, головная боль, тошнота и так далее. То есть у человека может первое время выйти это все,
потому что если клиники не будет, соответственно, вот два варианта: или не зашлакован, или слишком зашлакован. Клиника так и так должна быть, то есть должна быть реакция на химохим, потому что, чтобы вывести это все. Почему, например, нету вот такой вот клиники при лекарственных препаратах? Потому что лекарства, они притупляют, но не убирают корень. Вот в чем разница. А БАДы, если их долго принимать, они убирают корень проблемы. Поэтому Спасибо вот, большое. ответила на ваш вопрос. Спасибо. Да, Рахмет. Спасибо, Ляйля. Вот, у нас дальше мы будем говорить о химохимии, и наш спикер Аида Джармаханова тоже очень много опыта в применении и назначении химохима. Вам слово. Вот, запись продолжается. Готовьте вопросы. Аида, вам нужна конференция? Нет, мне не нужна. Все, Мгм. хорошо, Спасибо понятно. большое. Всё, вам слово, пожалуйста. Всем добрый вечер. Аселе, большое спасибо, тоже хотела поблагодарить от себя. Очень такой интересный, как говорится, интересная, полезная информация, как от врача. И, честно говоря, я уже в конце думаю, мне, наверное, уже и про химохим не захочется рассказывать ничего, уже все рассказали. Слушая про нони, я поняла одно, что вообще состав, конечно же, очень такой, я бы сказала, схожий с химохимом. Ну, давайте рассмотрим химохим. Да? Всем еще раз добрый вечер. Начнем с того, что Корея известна тем, что очень развиты производственные мощности. То есть на протяжении 8 лет разрабатывали этот шикарный БАД. Еще раз можно подчеркнуть то, что это не лекарство, это БАДы. Здесь были неоднократно озвучены вопросы, можно ли совмещать с лекарствами и так далее. Можно, возможно, и нужно для того, чтобы улучшить, ускорить процесс действия и в то же время обезвредить какие-то моменты. Итак, химохим разрабатывали 8 лет. Значит, он был разработан институтом в Корее атомной энергии для того, чтобы как-то снизить вредность тем или иным служащим, рабочим на заводах, фабриках и так далее. Да? И таким образом был как бы получен такой шикарный флагман компании на сегодняшний день. Что меня как бы удивило в первый раз, когда я услышала о химохимии, это то, что страна, которая запатентовала этот БАД, этой страной являлись Соединенные Штаты Америки. Это немаловажно подчеркнуть. Почему? Потому что Америка и так сама очень хорошо развита в плане БАДов, а, так как большое количество людей, да и по сей день тоже, но они употребляли именно американские БАДы. Поэтому нужно отдать дань должное, это не зря. Не зря именно Соединенные Штаты запатентовали первые. После уже, конечно, запатентовала Великобритания, страны, входящие в состав, значит, Европы, Азии. И на сегодняшний день это все страны практически, которые официально открыты и еще не открыты, уже с большим удовольствием употребляют этот БАД. Что же входит в состав данного БАДа? Химохим, в состав химохима входит, конечно же, смесь растительных экстрактов, и основными как бы входящими в состав являются это корень дудника гигантского и жгун-корень. Также, конечно, входят кислоты, аскорбиновая кислота, сорбиновая кислота, лимонная кислота, витамины группы В6, витамины В2, пантотеновая кислота и многие другие полезные растительные вещества. Свое признание химохим получил, и дальше, конечно же, особенно в период пандемии, когда все помнят, что люди действительно заболевали, повысилась смертность, и большое количество людей, они на самом деле нуждались именно в таком БАДе, который бы не только поддерживал иммунную систему, но и не дал хроническим заболеваниям дальше как-то усилиться. Поэтому когда спрашивали о том, что как нужно и можно принимать химохим, рекомендовали и рекомендуется по сей день принимать от 1 месяца как пробное до 3 месяцев, то есть до 3 месяцев желательно принимать бесперерывно. Так, кому рекомендуется химохим? Химохим так же, как и сок, но не рекомендовано пожилым людям, которые заняты очень такой тяжелой деятельностью, людям, склонным к депрессии, с большими нагрузками, у тех, у кого стресс, люди, у которых очень ослаблена иммунная система, а люди, которые как бы какие-то
моменты пережили, да, вот постковидные, допустим, да, или там после тяжелой болезни. Также хемохим изначально был как бы предусмотрен при разработке как профилактика, значит, при профилактике сахарного диабета, предотвращение раковых каких-то клеток, сердечно-сосудистые заболевания, остеопорозы, артрозы, артриты, кишечные заболевания разного рода. Также сам по себе хемохим является очень таким большим антипаразитарным, противовирусным, антибактериальным БАДом, именно БАДом. Что же касается приема, то да, рекомендуется принимать детям, если детям, то уже, я бы так сказала, после 12 лет обычно, ну вот как у нас говорят, 12, 24 и так далее, то есть после 12 лет это уже можно как бы рекомендовать детям пить и принимать, допустим, пакетик на 2 раза делить, и можно давать смело. Людям, которые хотят укрепить свою иммунную систему, достаточно от 1 до 2 пакетиков в день, это утром и вечером, желательно во время еды. Людям, которые хотят восстановиться после тяжелых заболеваний, конечно же, до 6 пакетиков, как Аселя уже говорила об этом. Вот. Также при неврозах очень рекомендуют. Еще я хотела подчеркнуть, помимо всех этих заболеваний, конечно же, немаловажным является то, что хемохим является также противоаллергенным БАДом. Почему? Потому что большое количество на сегодняшний день тоже склонны к разного рода аллергиям ввиду загрязненности, ввиду влияния экологии и так далее. У меня на примере есть отзывы людей, которые болели псориазом. То есть это были мокнущие моменты, да, в частности, парень, который употреблял, и на работе тоже у меня, у коллеги моей сестра принимала, долгое время не решалась, но потом все-таки я настояла, и она потом очень долго благодарила, потому что мокнущий вот этот вот очаг, он потом стянулся и затянулся, в общем, не видно. То есть такое осталось только место такое легкое, как после вот легкого ожога какого-то. И она по сей день продолжает его принимать. Также большой отзыв был от моей тоже бывшей коллеги. В период пандемии 4 месяца человек лежал в коме. Я непосредственно работала с этим человеком. И на протяжении 4 месяцев, после 4 месяцев, когда она уже пришла в себя, сразу же и начали давать хемохим. 12 месяцев подряд бесперерывно она его принимала. Меня хорошо слышно? Да, вас хорошо слышно. Айжан. Айжан. Да, Аида, вас слышно. Девочки, слышно хорошо? Да. Аида, вас слышно? Что-то зависло. То я думала, зависло, что ли. И таким образом, то есть до 12 месяцев человек принимал бесперерывно, и после этого уже каждые 3 месяца. Привыкания никакого не было, потому что иммунная система, она восстановилась, хемохим сделал свою работу и как бы по сей день поддерживает организм. То есть хемохим – это вот как большинство Аида, вы вернулись. Включите звук, Аида. куда-то пропали вы, Да, я да, тут да. разогналась. На чем я остановилась? Появление раковых клеток я сказала, так нормализует уровень сахара в крови, также кишечные заболевания, так, это я сказала. Хемохим является, как большинство БАДов компании Атоми, своего рода суперфудом. Почему? Потому что в нем огромное количество минералов и полезных витаминов, которые мы не получаем с пищей в каждодневном в своем рационе. Поэтому рекомендовано, очень рекомендовано всем на сегодняшний день. Демонстрации экрана, к сожалению, у меня нет, но я могу так же, как и раньше, по старинке показать, что коробочка для новичков, если они здесь сегодня есть, именно вот так выглядит коробка.
Вот, в каждой коробочке у нас имеется 10 маленьких коробочек, и в каждой маленькой коробочке по 6 пакетиков. Очень удобно. Вся продукция нашей компании, она как бы предрасполагает, очень удобно открывать и пить, либо, то есть в данном случае химохим употребляется либо с водой, на стакан воды разводится, либо вот просто пакетик открывается и пьется, запиваете достаточным количеством воды. Так, действие химохима начинается обычно на 10-й или 14-й день после приема, но вот Асилия уже подчеркнула ранее, если организм слишком зашлакован, есть люди, которые говорят, ой, на меня совершенно не подействовало, я пропила курс как бы 1 месяц и не увидела каких-то изменений. Я скажу так, что изменения в любом случае были или будут после, потому что это наблюдается еще некоторое количество времени, но желательно в таких случаях продолжать прием химохима до 3 месяцев. Если же организм зашлакован, то обязательно будут как бы свои результаты. Как я уже сказала, все зависит от уровня заболеваемости или же для того, для чего человек собрался пить данный препарат. Ну, насчет результатов я сказала. В принципе, я думаю, что химохим сейчас для всех очень известен, как мощнейший, я бы сказала, такой вот супербат, который необходимо нам пить, потому что сейчас есть масса всяких заболеваний, вирусов и всего остального. И слушая Асель, опять-таки скажу, подчеркну то, что сок нони также напомнил мне состав самого химохима, поэтому, в принципе, ничего страшного нет, нужно употреблять, пить, пользоваться всеми полезными благами, которые компания на сегодняшний день предоставляет. Результатов очень много благодарности, и мне очень приятно, когда люди говорят, что да, мы знаем, что такое химохим, и практически у каждого второго, кто его принимал, есть свои результаты, так же, как и у нас самих. Вот. Ну, в принципе, у меня по химохиму все. Ну, вкратце. Если есть вопросы, тоже пишите, постараемся ответить. Спасибо большое, Аида. Я хотела добавить про химохим. Это мой личный отзыв. Я начинала, когда его принимать, это был первый БАД, который вот я пробовала в Гатоне, и первое, что я поняла, что у меня было, это нормализовалась моя нервная система, потому что я стала высыпаться. Вот, и вообще говорили, что химохим придает энергию, он такой возбуждает и так далее. У меня наоборот это было. Я спала, как младенец, вот, и это большое достижение для меня, потому что сон это была всегда проблема. Вот, я могла очень поздно ложиться, рано вставать, и я даже не понимала, выспалась я или нет, это, соответственно, усталость, а вот это все отражается на коже, на состоянии здоровья, вот, и химохим у меня нормализовал именно сон. Вот это большое достижение. И второе, то, что у моего сына аллергия, мы с 7 лет страдали аллергией, и вот уже 3-й год, айловашкурт, все хорошо, вот, и у нас нет аллергии. Кстати, здесь был вопрос Здесь вот ранее есть, насчет гинекологических заболеваний, я вот тоже забыла сказать. Забыла сказать, что при гинекологических заболеваниях также рекомендуется употреблять химохим, а в совокупе с королевской сафорой это тоже даст хорошие результаты. Да, результатов на самом деле много. Айжан, спасибо большое тоже за ваш отзыв. Отзывы разные, люди как 5 пальцев разные, не могут быть одинаковыми, поэтому у кого-то организм как бы, то есть проявляется в чем-то другом, да, у одного, у всех по-разному получается, так как-то. То есть, ну, насчет того, что сонливость нормализуется, стрессоустойчивость появляется, нервозность снижается, снимается какая-то вот усталость, наверное. Вот Айжан, вы говорите, вы смогли высыпаться. Это тоже очень хорошо. Значит, химохим проработал, сделал свою работу. Вот, в принципе, лично я, например, сама после приема химохима я получала огромный прилив энергии. Ну, возможно, потому что я еще плюс ко всему и спирулину употребляла, но тем не менее. Мне кажется, химохим, он, знаете, не зря и в его составе участвуют именно корни. Корни
жгун корень, дудник гигантский, опять-таки корень. Почему коренья? Потому что, насколько известно, корни, они очень глубоко проникают в землю и растут очень глубоко. Таким образом, в данном случае хемохим действует в паре с каким-либо дополнительным БАДом, если человек пьет, либо если он излечивается от чего-то и принимает какие-то лекарственные моменты, ничего страшного в этом нет. Хемохим, наоборот, не навредит, а поможет со скоростью ветра проникнуть как можно глубже, как вот он в землю проникает, точно так же проникает и помогает этим лекарственным моментам проникнуть и помочь еще быстрее. То есть вреда он не нанесет, тем самым также предотвращая какие-то либо побочные эффекты. В общем, кладезь огромная в хемохимии, состав такой шикарный, то есть витамины группы В, они сами за себя говорят, конечно, наличие кислот и, соответственно, то есть тут целый список вот, от всего, то есть рекомендация на все 100%, я бы сказала. Наверное, нет заболеваний, профилактикой, которые, ну, именно бы я бы рекомендовала хемохим. Железобетон на 100% и спокойно, со спокойной душой. Единственный момент, конечно же, компания Атоми, она заранее говорит о том, что любой БАД в любом случае не рекомендуется в период лактации, либо беременным женщинам. Вот, по-моему, только спирулину можно. А так, в принципе, пейте, будьте здоровы, живите Аида, богато, спасибо счастливы. большое. Да. Здесь вот можете прокомментировать, вот, к сожалению, непонятно автор, лично я начала пить уже больше 2 недель, а часто болит голова, но пью дальше. Да, может быть, знаете, я вам так скажу, возможно, я не знаю, какое у вас артериальное давление. Если у вас пониженное артериальное давление или же наоборот повышенное, то не забывайте о том, что здесь идет налаживание именно человеку при сосудистых заболеваниях, да, налаживается цикл артериального давления, приходит в норму. Поэтому здесь на первоначальном этапе могут быть такие. Кто-то говорил мне, что после хемохима у него, извините, был жидкий стул, и такое было. Но опять-таки, учитывая то, что он нормализует и кишечную микрофлору нашего организма, то хемохим делает свою работу, бояться не нужно. Однозначно у вас давление просто приходит в норму, поэтому головные боли могут быть. Реакция организма – это, наоборот, большой плюс для того, чтобы вы потом уже поняли это через какой-то определенный период времени. Как я уже сказала, вы ровно 2 недели пьете, но действие хемохима начинается именно на 10-й либо 14-й день. Я вас поздравляю, организм у вас откликнулся на чистку вашего здоровья от шлака. Да, это действительно хорошо, когда идет реакция организма. Если бы не было реакции, это бы, наоборот, больше настораживало. Нужно еще все равно продолжать. Вот. Спасибо большое. Здесь вот вам благодарность. Действительно, сегодня была очень полезная информация о хемохим. Вот. Я больше вопросов не вижу. Если есть вопросы, обязательно пишите в чате. В чате мы тоже это комментируем. Вот. И всегда будем отвечать, рады ответить. Вот. На сегодня мы завершаем. Было очень много хорошей и полезной информации. Берите, пользуйтесь, консультируйте потребителей. Вот. И будьте здоровы, самое главное. Всем до свидания.